Российское общество знания запустило проект «Новые горизонты». В рамках него на площадках 33 федеральных педагогических вузов эксперты читают лекции. Они должны помочь молодым людям подстроиться под социально-экономические изменения и сохранить благополучие. Инициатива реализуется совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Проект «Новые горизонты» стартовал в апреле и уже охватил десятки вузов России, в том числе Акмолинский университет. 28 апреля в именной аудитории Садовничего прошли тематические мастер-класс и лекция. Режиссер, сценарист, креативный продюсер, шоумен Максим Антипов рассказал студентам БГПУ имени Фатхетдина Акмуллы, почему важно в современном мире уметь презентовать себя и как это сделать правильно. По его словам, в эпоху развития социальных сетей, когда количество контактов ежедневно растет, навыку самопрезентации люди уделяют крайне мало времени. С учетом того, что нас на планете Земля становится все больше и больше, и в социуме количество контактов кратно растет, в том числе и благодаря социальным сетям, умение презентовать себя быстро, компактно, понятно и так, чтобы тебя запомнили, так, чтобы с тобой захотелось продолжить в дальнейшем общение, это очень важный навык. Вот этот навык мы пытаемся донести до молодых людей. Я уверен, что так или иначе им обладают все. Но лежит он где-то там, в глубинах. А вот поднять его оттуда, актуализировать и сделать все для того, чтобы им пользовались, вот это одна из наших задач. В ходе второго мастер-класса спикер затронул тему развития критического мышления. Максим Антипов отметил, что способность анализировать поступающую информацию сегодня необходима всем, особенно педагогам. Критическое мышление важно вообще для всех, для педагога тем более, потому что через педагога транслируются глобальные планетарные знания тем, кого он воспитывает. Исходя из этого, если у педагога не стоит фильтр критического мышления, то где гарантия того, что в головы воспитанников попадет правильная, проверенная информация, та информация, которой можно будет безопасно пользоваться в дальнейшей жизни? Конечно же, для педагогов это очень и очень важно. Мне очень бы хотелось, чтобы хотя бы, хотел сказать 30, но понимаю, что это слишком много, хотя бы 20% из того, о чем мы сегодня поговорили, вы использовали в вашей будущей жизни. Спикер не только рассказывал обычную лекцию, но еще как-то с нами коммуницировал, задавал вопросы и ждал обратную связь. Помимо этого еще было интерактив по типу всяких игр. Очень полезно, да, очень интересно, в принципе, очень интересный человек. Очень много где участвовал, много нового узнали. Обучил, научил, как правильно держать микрофон, о чем говорить, как себя презентовать, какие вопросы задавать не стоит, на чем стоит заострить внимание. Вот. Очень интересно было, в принципе. Вторая часть просветительских мероприятий была посвящена умению работать с негативом и провокациями. Лекцию на эту актуальную тему прочитала руководитель проектов Корпоративного института Торгово-промышленной палаты России, журналист, медиатренер, эксперт по коммуникациям Мария Егорова. Она рассказала, как реагировать на провокацию, которая возникает как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни. Эксперт объяснила студентам, что из провокации можно извлечь пользу, а также, что провокация – это не всегда про негатив. Педагогам что здесь может пригодиться? Знание того, как и зачем провокаторы начинают свою деятельность, да, то, что зачастую это бывает такая оплачиваемая деятельность, например, есть приглашенные тролли, которые мы сейчас это с вами видим, да, в масс-медиа, очень активно разжигают то, что называется сегодня информационной войной. Есть люди, которые это делают просто по причине, наверное, большого количества свободного времени, с ними чуть проще. И здесь я даю всегда одну самую главную рекомендацию: не дайте провокатору ту реакцию, которую он от вас ждет. Поэтому, если он от вас ждет мягкости, испуга, покажите какую-то сталь в глазах, в действиях, да, в ответах. Если, наоборот, от вас ждут хамства, как часто бывает, к сожалению, да, в наших с вами любимых сферах общепита, например, торговли розничной, такое есть, что это греха таить, тогда мы с вами должны, наоборот, ответить интеллигентностью, потому что хамство на хамство порождает еще большее хамство, и я называю это, знаете, такая тактика интеллигентный нокаут. Лекции в рамках проекта «Новые горизонты» Российского общества знания до конца мая пройдут во всех педвузах России.